Mr. Rafat Gabasov, representing Bashkortostan. Mr. Gabasov is a refugee. He was granted a political asylum in Lithuania. But his topic is to speak about his country, Bashkortostan Republic. Floor is yours. Хурметли милләттәштәр. Добрый день, уважаемые друзья. Я представляю Башкирское национальное движение. Также я являюсь членом Лиги свободных наций, куда входят десятки представителей колонизированных народов от Российской империи. Ну и, конечно, я являюсь частицей 2-миллионного башкирского народа, который сегодня, как я уже сказал, колонизирован Москвой. Война в Украине длится почти год. И можно уже с уверенностью сказать, что в дальнейшем нас всех ждет. Во-первых, это, конечно же, неминуемое поражение России и возврат Украине всех ее оккупированных земель. Во-вторых, это то, что после поражения в войне с Украиной Россию ждет большая смута. Произойдет ли это при жизни Путина или после его смерти, не так важно. Главное, что это случится неминуемо. А теперь самое главное. Все собравшиеся здесь выступают за распад России и образование ее на ее территории новых независимых государств. Башкирское национальное движение, которое я здесь представляю, также борется за независимость Башкортостана. Независимость – это давняя мечта башкирского народа, который более 200 лет поднимал восстания и вел войны за свою свободу против Русской империи. Пока еще мой народ жив, но из-за российской политики открытого и скрытого геноцида, вследствие репрессий, уничтожения лучших людей башкирского народа, устройства искусственного голодомора, этноцида и лингвоцида, мой башкирский народ за 100 с лишним лет не только не увеличился в количестве, но наоборот уменьшается. В 1921 году в отношении моего народа был произведен искусственный голодомор. Мы его называем геноцидом. Когда башкиры за 2 года потеряли более 700 тысяч человек. Сегодня в результате лингвоцида 1/3 башкирского народа не считает башкирский язык своим родным языком. Башкиры не могут получить не только высшее образование, но и полное школьное образование на родном языке. Сегодня преследуют и сажают лидеров башкирского национального движения. Так, например, сейчас отбывает срок один из лидеров башкирского народа, Айрат Дильмухаметов. Ему дали 9 лет строгого режима только за то, что он хотел переформатировать эту федерацию на новых условиях. Сегодня запрещают башкирской национальной организации. Я один из основателей организации «Башкорт». Так, эту организацию «Башкорт» в 2020 году запретили и признали экстремистской на территории России только за то, что она защищала права и интересы башкирского народа. Только независимость Республики Башкортостан сможет спасти мой народ от полной ассимиляции и растворения в русской массе. В условиях глобального мира процесс ассимиляции происходит еще быстрее. У нас осталось очень мало времени. Но давайте признаемся честно, что Большой Запад, как видимо, сегодня не заинтересован в распаде России и освобождении ее народов. Как бы нам этого не хотелось. Да, большее участие в распаде России высказывают Балтийские страны, Польша, ну и, конечно, сама Украина. Но все остальные западные страны к такому варианту развития событий прохладны. И мы по истечению года не сумели их в этом убедить. Теперь что нас всех ждет? Все мы здесь представляем разные национальные республики и регионы страны. Все мы держим со своими регионами связь и знаем, как обстоят дела на местах. А на местах в России народ в большей своей части подвержен пропаганде и поддерживает войну с Украиной. Кто реально общается с местными жителями, те так называемым глубинным народом, те понимают, о чем я говорю. Возможно, это не касается некоторых регионов, таких как, допустим, Ичкерия. Но в других регионах, увы, это так. Если раньше мы строили планы и лелеяли надежду на то, что после поражения России нам помогут войска Украины, силы НАТО и так далее,
то я лично считаю, что ничего подобного не будет. И вот господин Гюнтер Феллингер как раз об этом и сказал, что НАТО не будет заходить на территорию России. Как только силы ВСУ выбьют из своей территории российские оккупационные войска и принудят Россию к миру, тут война и остановится. В Россию они не пойдут. Никто не хочет связываться с потенциальной ядерной угрозой для своих стран. Отсюда возникает вопрос, как мы собираемся делать наши республики независимыми в таких обстоятельствах? Как я вижу, скорее всего, процесс распада России начнется без нас и нашего участия. Как в 1991 году к власти в союзных республиках пришли действующие партийные функционеры, так и сейчас к власти, скорее всего, придут местные элиты, тесно интегрированные в сегодняшнюю российскую политическую систему. Не везде и не обязательно, конечно же, но в большей своей части так и будет. И поддержит их именно этот глубинный народ. Этим элитам подчинены финансы, есть административный ресурс, а во многих регионах есть и силовые структуры, которые были сегодня созданы по ходу этой войны. Скорее всего, они и придут к власти на первое время, где-то силовым путем, узурпировав власть, а где-то через выборы. Все, конечно, перекрасятся сразу в либералов местного разлива и противников Путина. Москва уже не сможет никому ничего указывать, ибо сама погрязнет в разборках за власть. Какого-либо сопротивления этому на местах организовано, скорее всего, не будет. Просто потому, что оппозиционные силы давно разгромлены, а гражданское общество так и не сформировалось. Теперь что мы можем сделать в подобных раскладах? Я очень надеюсь на то, что после этого форума западные политики все-таки поймут всю серьезность проблемы существования этой имперской России и последующего неконтролируемого его распада, и сделают соответствующие не только выводы, но и шаги. Необходимо сформировать постоянно действующий совет из представителей национальных и региональных движений при Евросоюзе. Представители российской либеральной оппозиции уже сформировали такой представительский орган, и политики Евросоюза с ними охотно работают. Но дело в том, что ведя переговоры с Евросоюзом, эти самые хорошие русские говорят от имени всей России, а значит и от имени десятков народов, национальных республик и регионов. Однако мы им такого права не давали говорить от нашего имени. Например, мы, 2-миллионный башкирский народ, такого права точно не давали. Не давал такого права и 2-миллионный чеченский народ. Не давал такого права и 7-миллионный татарский народ. И многие другие народы России. Если после этого форума ничего не произойдет, и мы так и останемся предоставлены сами себе со своими проблемами, то я предлагаю следующее. Предложить сперва российской оппозиции, всем ее силам, заключить союз и создать единую вооруженную армию, состоящую из сил национальных республик, регионов и остальных русских с единой целью. После поражения России со всеми объединенными силами, вооруженными и обученными западными специалистами войти на территорию России и добиться ее поражения и полной ликвидации. Для этого нам необходимо сформировать союз с российской оппозицией, но с условием, я замечу здесь, под гарантией Запада, что все, кто желает выйти из состава России, в том числе и регионы, сделают это беспрепятственно. Если же российская оппозиция не захочет создавать такой союз военный, то начать самим создавать объединенные вооруженные силы, которые освободят наши родные земли. Здесь уже исключается риск применения ядерного оружия. Не будет же кремлевская власть бить ядерным оружием по своей собственной территории, когда мы в нее вступим со своими войсками. Подытоживая, я хочу сказать, что никто, кроме нас, наши республики не будет освобождать и делать их независимыми. И заканчивая, я закончу фразой Иоганна Гёте. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Спасибо.